Коми уже прибыло 93 человека из Донецкой и Луганской народных республик, 45 из них дети. Им готовы оказать помощь в трудоустройстве. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Коми Екатерина Грибкова. Во время прямой линии на телеканале «Юрган» ситуация на рынке труда республики стабильная. Вакансий в 2 раза больше, чем безработных. Действуют меры поддержки для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Появились и новые виды помощи. Ольга Коняева продолжит. Из ДНР и ЛНР в Коми приезжают в основном мамы с детьми. Пока все остановились у родственников. Большая часть поселилась в Воркуте. В республике им помогают получить единовременную выплату. Мы принимаем заявления и все документы, которые у них есть на руках, для того, чтобы передать их в Ростовскую область. Сейчас централизованно Министерство труда и социальной политики Ростовской области перечисляет единовременную денежную выплату, материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. То есть это средства федеральные. Конечно же, мы готовы предоставить вакансии, информацию об имеющихся рабочих местах. Уже 15 человек обратились в службы занятости с целью содействия в дальнейшем трудоустройстве, и мы сейчас активно им помогаем. В Коми организована горячая линия. Звонят не только сами беженцы, но и готовые помочь жители и работодатели. Вакансий тем временем в Коми достаточно. На учете меньше 6 тысяч безработных, а свободных рабочих мест в 2 раза больше. Как отметила министр, есть и бесплатные программы обучения и помощь начинающим предпринимателям. Выплата 150 тысяч рублей. Больше 3 тысяч малоимущих семей в прошлом году воспользовались социальным контрактом. Это комплекс мер. Например, семья может получать пособие в течение полугода, а в это время специалисты помогут найти выход из трудной жизненной ситуации. Есть и другие варианты помощи. В рамках социального контракта граждане могут получить пособие до 100 тысяч рублей для развития личного подсобного хозяйства. Тоже данная выплата актуальна, и в частности для южных районов. Следующий вид поддержки в рамках социального контракта – это пособие в размере до 250 тысяч рублей на развитие также индивидуальной предпринимательской деятельности. Центр управления регионом отслеживает все сигналы в социальных сетях и через платформу «Госуслуги решаем вместе». По линии министерства поступило порядка 500 обращений. Ведомство оперативно отвечает на все вопросы, отметили в ЦУРе. Благодаря хорошо выстроенной обратной связи, а также вниманию ведомства к запросам жителей в интернете, в республике Коми появилась новая мера поддержки, так называемый подарок новорожденному. Это комплект принадлежностей, который, безусловно, понадобится молодым родителям в первые дни жизни ребенка. Начиная со второй половины этого года такой подарок будут получать все семьи, в которых родился малыш. Новые меры поддержки уже введены в Коми для многодетных по поручению главы Коми. Для семей, где 7 и более детей, это выплаты для подготовки к школе и 1 200 000 на покупку автомобиля. Таких семей в регионе порядка 40. Четверть уже обзавелись автомобилем при помощи республики. В прошлом году был принят закон, который распространяется на муниципальное образование Воркута и Инта. В случае, если многодетные семьи, в которых 3 и более детей, выезжают в отпуск на личном автомобиле, используют железнодорожный транспорт, платформу для того, чтобы выехать из Воркуты, то из Воркуты до Сосногорска можно получить компенсацию, то есть провозя личный автомобильный транспорт на ЖД-платформе из Воркуты в Сосногорск, либо из Инты в Сосногорск, можно получить компенсацию этих расходов. Из Воркуты 26 тысяч рублей, из Инты 20 тысяч рублей. Вопросы жителей на прямую линию о разных видах поддержки. Пособие на газификацию домовладений, покупку твердого топлива, за услуги ЖКХ. Компенсировать затраты на коммуналку могут ветераны Великой Отечественной, труда, боевых действий, дети войны, многодетные. Кроме того, полагается федеральная субсидия жителям, чья оплата по квитанциям превышает 22% от общего дохода семьи. Ольга Коняева, телеканал «Юрган».